Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на события будущей недели. Давайте посмотрим, что вас ждет и что вам по судьбе. Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная информация вам откроется. Также всех вас, мои дорогие любимые, спешу сердечно поблагодарить за то, что выбираете быть со мной, и за ту невероятную и теплую поддержку, которую вы мне даете своими лайками, комментариями и донатами. Земной вам поклон. Давайте же посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, ничего себе! Неделька-то начнется. Интересно. К вам какие-то люди прибегут, запыханные, такие встревоженные, и будут вам говорить, что вы оказались в чем-то очень правы. Что-то вы предсказали, либо дали какой-то прогноз, либо давали какие-то рекомендации и советы, предупреждали о том, что будет, какие могут быть последствия. К вам прибегут люди и будут кричать, что вы правы, да, все случилось так, как вы сказали. Кому-то люди прибегут с благодарностью, будут вас благодарить за ваши прогнозы, за ваши таланты, за то, что вы вот так точно все предсказали, рассказали, посоветовали. А у кого-то отыграется, что люди прибегут со слезами и будут рвать на себе волосы и говорить, что какие мы глупые, что мы тебя не послушались, что мы сделали не так, как ты нам говорила, что вот проигнорировали, да, те сигналы, которые ты посылала, либо посылал. Да, если мужчина меня смотрит, просто переворачивайте на себя. Тут вы в очередной раз убедитесь, что вы человечек непростой, что интуиция у вас от Бога, и что вы действительно и знаете, и умеете, и видите, и предсказываете. Да? И все ваши предсказания, все ваши ощущения, все это сбывается. Вот прибегут прямо в самом начале недели. Несколько человек прибегут. Дальше, мои хорошие, показано, что вы куда-то поедете, в каком-то месте новом для себя будете, с какими-то интересными людьми будете общаться, знакомиться, может быть, даже какие-то дела будете делать, да? И люди такие вам попадутся, открытые, отзывчивые, невероятно приятные в общении, в обращении. Люди, которые вас даже на что-то вдохновят, либо чем-то вам станут помогать. Время проведете вот не просто так, не даром потратите. Очень довольны будете, очень довольны этому новому знакомству будете довольны, и тем результатам, которые получите, и тому, чего сможете добиться. Дорога у вас как бы дальняя идет, возможно, далеко придется ехать, возможно, надолго придется ехать, но тем не менее вернетесь очень довольная. Довольная, такая прям немножко счастливая, а может быть даже и немножко. Так, еще вот здесь я вижу, что вас будут куда-то звать, приглашать, причем достаточно настойчиво, а вам придется искать какие-то лазейки, какие-то отговорки, да, чтобы не пойти. Может быть, вам не хочется туда идти, может быть, люди не совсем там приятные, а может быть, в принципе, у вас другие планы. Что вас поразит? Вас поразит то, что люди настолько настойчиво вас зовут, чуть ли не шантажируют. Да? Вот если ты не придешь, то там общаться не будем. Да? Если не приедешь, то все, забудь про нас. Вот как-то, знаете, вроде хорошая, да, причина, вас зовут. Но с другой стороны, когда человек не хочет слышать слово «нет», он начинает идти на какие-то крайности. Как осадочек у вас останется. Просто останется осадок, да. Дальше. Вот здесь показано, что мужчина для женщины какой-то как подарок, сюрприз готовит. Что-то, что, по его мнению, женщину должно там поразить, покорить, заставить охать и ахать. На самом деле там немножко другая история случится. Скорее всего, вы мужчину отругаете за этот подарок и сюрприз.
Ну, если вы, мужчина, готовите для своей женщины сюрприз, лучше у нее спросите. Ну вот серьезно, вы потратите время, вы потратите деньги, а что-то такое сделаете, что, например, женщине не понравится. Либо, там, не знаю, с размером не угадаете, либо еще что-то не угадаете. С одной стороны, да, молодец, а с другой стороны, ну почему не спросил, да? Ну так просто, подойди и спроси, подойди и скажи. В общем, придется еще какую-то проблему решать, да, которую сделает мужчина. Мне вот идет, что он что-то купит. Купит такое, что потом очень сложно будет вернуть, и, скорее всего, вам не подойдет. Может быть, вы совсем другое что-то хотели, да, как не угадает. Еще, мои хорошие, на работе что-то у вас получится. В работе, на работе вы все разные. Кто-то по найму работает, кто-то на себя работает, кто-то сам себе работу придумал, да, на ближайшее время. У вас получится. Причем получится как-то легко, играючи. Вы так сильно удивитесь и скажете, ну надо же, все так просто. Да. Еще я вижу, что вас по этому поводу кто-то будет критиковать, что у вас так все легко получилось. Будут искать какие-то проблемы там, где их нет. Это может быть и начальник, кто-то из завистливых коллег, и те, кто действительно вот завидуют, ревнуют вас к вашему успеху. Вот какая-то критика пойдет, не то чтобы прям сильно, но немножко понадкусывая, да, какие-то маленькие укусы идут. Неприятненько, но делайте правильные выводы и с этим человеком либо прекращайте общаться, либо общайтесь постольку-поскольку. Мне еще, мои хорошие, у кого-то встреча идет, но встреча такая вот счастьем наполненная, не знаю, как по-другому сказать, у кого-то романтическая, у кого-то вы действительно давно не видели человека и очень сильно друг другу обрадуетесь. Вы очень классно проведете время, но вот будет казаться, что вы вот только-только встретились, и на самом деле может пройти как там 3-4 часа, может еще и больше часов пройти. Время, оно просто вот летит неумолимо. И сложно будет потом расставаться вам с этим человеком. Хорошо, что встретитесь. Я думаю, вы договоритесь по поводу новой встречи. Там уже будет у вас все хорошо. Времени будет больше, например, да, на то, чтобы вместе побыть, поговорить, там, обсудить, поделиться новостями. Еще какой-то важный телефонный звонок я вижу. И вам в этом звонке вот как будто бы говорят «да», слово «да». Может быть, вы ждете какого-то ответа, может быть, вы ждете, что что-то произойдет, да? И вот этот звоночек, вы его дождетесь. Хотя придется, конечно, подождать. Может быть, вам не сразу будет звонок. Может быть, скажут, что понедельник, а звонок будет в среду, да? Вот как-то так идет. Немножко будете нервничать, пока этот звонок не произойдет. Вы ходите как на иголочках, нервничаете, постоянно телефон, да, просматриваете, смотрите, да, на телефон. Еще я вижу, что вам кто-то белым флагом машет, причем машет отчаянно. Кто-то, кто с вами, я так понимаю, боролся, либо в противодействии каком-то находился, будет отчаянно махать белым флагом. Типа сдаюсь, да, я сдаюсь, ты меня победила, либо ты меня победил. Но смотрите, не обманитесь, там человек хочет выиграть для себя время, аккумулировать силы и как новой волной опять за старое взяться. Не обманитесь. И если это какая-то конкурентная борьба, то не стоит принимать этот белый флаг, нужно как додавить до конца, либо поставить финальную точку в вашем противостоянии. Если дадите шанс человеку на передышку, человек соберет новые силы, кого-то еще подговорит, и уже еще раз будет наступление. Не стоит, оно того не стоит. Чувствуете, что вы побеждаете? Идите до конца. Передышек никому не давайте. Еще, мои хорошие, я вижу вас, что вы какие-то вещи будете то ли собирать, то ли разбирать. Может быть, это ваши вещи, может быть, это детские вещи, либо вещи любимого человека. Кто-то будет разбирать, вот приедут дети, либо любимый приедет, а кто-то будет, наоборот, собирать, да, отправлять кого-то будете в дорогу, в путешествие с вещами. Проводите как ревизию, да, отбираете, что ложить, либо куда, что в стирку, что там чистое. Это время проводите. Много мыслей у вас будет, как ностальгия даже какая-то, какие-то воспоминания, да, вот какие-то такие моменты очень теплые. Не заметите, как время пройдет. Так, маленький олень. Олень — это знак возрождения.
знак перемен. Он у вас маленький, как что-то возродится, либо обновится, как заново что-то станет возможным. Не пропустите этого оленя, это очень важно. То, что он маленький, ничего не значит. Это олень, это уже о многом говорит. Даже каким-то мелочам, да, нужно придавать значение, потому что за мелочами кроются действительно серьезные начинания, серьезные вещи. Вы либо сами это поймете, да, что что-то меняется, возрождается, либо вам кто-то об этом скажет. Мужчина у меня на собаке катается. Если вы мужчина, то очень много времени будете проводить со своим другом, может быть, даже родственником, с кем вы дружны, очень дружны. Возможно, потребуется ваше участие, ваша помощь. Если у вас муж, либо парень, скорее всего, будет пропадать вместе со своим другом, решая его проблемы. Конечно, вам это не очень понравится. Что поделаешь, да? Дружба, она такая и есть. Люди не только хорошо время проводят, но они еще друг другу должны помогать. Да, мужчина на собачке катается. Дальше, мои хорошие, где-то вы будете что-то искать. Может быть, окажетесь в какой-то малознакомой местности, либо впервые где-то окажетесь. Может быть, это какое-то здание со сложной архитектурой, там куча переходов, этажей, двери, кабинеты, лифты. В общем, будете ходить и чувствовать, что вы заблудились. Там то ли людей не будет, то ли спросить не у кого, да, все тоже, как вы, ходят, ищут, что им необходимо. Прям так нанервничаетесь почему-то. Прям раздражает вас это все. Вы такая, кто так делает, да? Как найти? Как понервничаете, мне идет. Если у вас назначена встреча в каком-то новом для вас месте, постарайтесь накануне разузнать точно, как вам туда попасть, как дойти. Либо расспросите того, с кем будет встреча, как вас найти, дайте ориентиры, дайте какие-то ключевые моменты, по которым я буду вас искать, да, чтобы так сильно не нервничать. Еще у вас здесь жук показан. Жук, кстати, на Божью коровку похож. Божья коровка, на самом деле, это знак удачи. Да и жук это тоже неплохо. Сам по себе жук это к деньгам. Он у вас показан с правой стороны. По поводу этого жука, с кем-то вы как по рукам бьете, как договоритесь с кем-то. Может быть, удачный контракт заключите, может быть, договоритесь на подработку денежную, хорошую. Может быть, в принципе, о чем-то договоритесь и будете считать, что это прям повезло. Вам повезло, что вы так договорились удачно. Хороший знак. Еще я вижу вас в каком-то красивом наряде. То ли это какое-то платье летнее, то ли это какой-то сарафанчик. Что-то такое прям легкое, красивое и вам невероятно к лицу. Невероятно к лицу. Обязательно на эту вещь какую-то булавочку повесьте, либо какой-то яркий аксессуар. Иначе могут поглазить ваш наряд. Он вам очень идет, да, и люди с червивым глазом, даже незнакомые люди, могут так посмотреть на вас, да, потому что с этим нарядом случится. Либо где-то вымажетесь, либо заляпаетесь. Аккуратнее надо быть. И если будет какая-то яркая вещь, яркий аксессуар, да, будет привлекать этот червивый взгляд. И тогда с вашим нарядом ничего не случится. И также булавочка работает. Булавочку можно и с тыльной стороны одежды подцепить, но головочкой вверх. Да? Тогда этот червивый глаз, он будет колоться об эту булавку, и на вас дурной глаз не ляжет. Так, у кого-то еще из вас, мои дорогие, как поездка идет. Поездка, может быть, на дачу, может быть, куда-то на отдых будете ехать. Очень переживать сильно будете. Переживать, то ли вас кто-то застращал накануне, то ли вы помните чужой какой-то негативный опыт и будете очень переживать. Но вам это не грозит. Абсолютно не грозит. У вас прям тут открытый легкий путь. Ничего плохого не будет. И доберетесь быстро, и без всяких приключений. Прям зря переживаете, зря себя накручиваете. Дальше письмо какое-то вам придет. У птицы очень длинные крылья. То есть письмо либо слишком долго шло, либо слишком долго ответа не было. Да? Птица таки долетит. Но птица какая-то мутная, непонятная. Как несколько раз будете читать, и так ничего не поймете. Возможно,
нужно будет там с кем-то созваниваться, либо с кем-то встречаться, может быть, там какие-то термины, да, потому что это какое-то официальное письмо, либо там ссылки на 1000 законов. Возможно, вам даже потребуется консультация знающего человека, кто сможет расшифровать вам это письмо, да, что конкретно имеется в виду, на что ссылаются люди в этом письме. Ведь это какое-то официальное письмо, да, вот правительство вам прислало, но что-то странное, но крылья очень длинные, скорее всего, где-то в пути задерживалось, либо очень долго к вам шло. Так, любители общение в интернете. У вас какая-то неделя просто сумасшедшая. Очень много знакомств будет в интернете. Причем с разнообразными людьми. Там и смешные, и грустные, и красивые, и так себе, да, вот как очень много людей с вами за неделю познакомятся, как много там подписчиков новых появится. У вас будет такое впечатление, что что-то происходит в этом мире, да, что все вот побежали на сайты знакомств, и все вас нашли. Прям даже не будете успевать всем отвечать. Ну, зато развлечетесь, да, почему бы и нет. Дальше у вас еще 5 выходит, но 5 маленькая с вашей, с правой стороны. Ну, 5 это про скандал, это про какие-то негативные ощущения. Вас кто-то будет провоцировать, я так понимаю. Либо на кого-то очень сильно разозлитесь, что захочется поругаться с этим человеком. Сразу хочу вас предупредить, чтобы вы этого не делали. Там что-то не так. Либо неполная информация, либо человека оговорили, либо какой-то форс-мажор, честное слово. Вот что-то не так. Пока вы всю правду досконально не узнаете, не надо ни с кем ругаться и не нужно выяснять отношения. Какая-то ошибка либо заблуждение идет. Может быть, у вас какая-то нервная обстановка будет, и вам это все еще под горячую руку попадется. Ну, не стоит оно того. Вот. Потом жалеть будете, потом извиняться придется. Так, у кого детки? Детки, конфетки. Вы как большую радость ребенку подарите, либо каким-то вашим действиям, поступкам, покупкам ребенок очень сильно обрадуется, и это так вас тронет, чуть ли не до слез. Вот такое вот событие идет. Не могу сказать, что конкретно вы все разные, но ваш ребенок будет счастлив тому, что вы делаете, либо как вы поступаете, либо что покупаете. И прям какие-то слова вам скажет, да, объятия. И прям до слез мне идет. Но это слезы как радости, да, это приятные, сентиментальные слезы, не негативные, не расстройства. Дальше. Что-то вы будете приобретать. Выгодно, что ли, приобретать, либо по большим скидкам приобретать. Глаза будут разбегаться. Вам захочется все купить. Ну, потому что тут скидки, потому что цены низкие. Мои хорошие, держите себя в руках, вот так хочется сказать. Скидки скидками, но если вы это носить не будете, либо вы этим пользоваться не будете, зачем вам выкидывать свои деньги? Перед тем, как что-то покупать, рассуждайте здраво. Нужна ли эта вещь? Будет ли она полезна? Стоит ли она вложенных денег? Да? Рассуждайте трезво. И еще такой момент. Для кого-то, если вам захочется для кого-то купить, лучше откажитесь от этой мысли, потому что человеку может не понравиться. Да? Человек там может еще раскритиковать, что вот, ты мне купила, а мне это не нравится, мне это не подходит, я вообще это не люблю. Скидки хорошо, но и деньги счет тоже любят. Да? Здравый смысл должен быть. И рассуждать нужно здраво. И каждую покупочку нужно взвешивать. Да? Взвешивать не только сколько она стоит, и сколько вы можете сэкономить, и сколько она стоила раньше, а действительно ли нужна вам эта вещь, будет ли она для вас полезна. Дальше показан очень страстный момент, как проявление эмоций, страсти в вашу сторону. Вас это как врасплох застанет, либо для вас это станет открытием, что кто-то к вам испытывает настолько страстные чувства и эмоции. Человек может в открытую признаться, человек может даже себе лишнего позволить, но вы будете в шоке, действительно будете в шоке, и вам сложно будет на это реагировать. Кто-то вот очень страстно к вам проявится, вплоть до того, что у кого-то отыграется, что там бывший напишет, там, а помнишь, как все у нас было, да? Хочешь, я приеду, да? Либо какие-то такие вещи, да? Вы такая, блин,
Ну ты что, ну ты о чем? Ну зачем, да? Все, не хочу, не буду. У кого-то, возможно, вы там на свидании будете, и мужчина такой там чуть ли на вас не напрыгнет, и вы такая, что обалдел, что ли, да, иди отсюда, маньяк. Ну вот как-то так мне идет. Но вы будете шокированы от такого проявления страсти в вашу сторону. Чего-чего, а этого вы точно не ждете. Да, ну так именно не ждете, да, может и ждете, но именно вот так нагло, либо так неожиданно не ждете. Дальше, мои хорошие, смотрите, вот здесь сидит жираф. Он даже не стоит, он просто сидит. А вы стоите на него, ругаетесь и такая говорите: ох, сейчас я тебе покажу. Что ж ты сидишь? Да, давай, вставай, так долго жду. Вам придется кого-то подгонять, либо вы будете с кем-то разбираться, кто затягивает выполнение каких-то дел, либо выполнение каких-то взятых на себя обязательств. То есть кому-то прям таки понаддадите, да, чтобы человек быстрее соображал, либо быстрее что-то делал, либо не занимался тем, что затягивает время. Ну, прям да, поругайтесь, заставите этого жирафа, мало того, что встать, так еще и быстро дело сделать. И еще, мои хорошие, слева поломанные пики. Ну, пики — это что-то острое, да, это какие-то неприятные моменты, либо какие-то коварные, неприятные планы каких-то не очень хороших людей. Пики поломанные. Вы достоверно узнаете, что какие-то люди хотели вам навредить, либо пытались вам навредить, но у них ничегошеньки не вышло. Если честно, вы даже не расстроитесь, но с удовольствием как послушаете и, скорее всего, посмеетесь над этими людьми, над тем, что их планы, либо их действия потерпели фиаско. Да. Здесь две пики, и обе сломанные. Да, у ваших врагов либо недоброжелателей реально какие-то неудачи, причем неудачи достаточно сокрушительные, и вам будет приятно это услышать. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.